Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 августа. Это у нас будет среда. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди на колоде пасьянс. Смотрим по 6 знаков в двух частях. Овны. 9 августа. Среда, события дня. Луна сразу же выпадает. Первое событие. Это событие, которое повторяется с вами каждый месяц или имеет какой-то цикл через какое-то определенное количество дней. Деловая встреча. Подарочек. Так, застолье нельзя, солнышко, хорошее настроение. Возможно, вот это событие, да, то есть поднимет вам настроение. Удача. Замок. Откроется какая-то тайна. Может быть получение в этот день. Конверт. Ключ. Все в ваших руках. У вас тут прям и ключ, и удача. Угу. Конфликт. Первое событие со знаком минус. Гости. Возможно, в гостях или с гостями конфликт. Часы нельзя. Так, проверяем. Череп нельзя. И здесь нет. Но у вас событий очень много. 4, 6, 8, 10 событий в среду. Значит, смотрите, первое это событие, которое постоянно с вами повторяется. Возможно, каждый месяц. Дальше деловая встреча, презент-подарок, хорошее настроение, удача, получение, открытие тайн, секретов. Да, то есть, возможно, еще по ключу открываются какие-то замки, двери для вас, да, в этот день. То есть преграды убираются. Из минуса конфликт и гости. Да, то есть гости это тоже плюсик. Поэтому из минуса у вас только выпал конфликт. Ну и тайна тоже, да, вот иногда не самое приятное бывает. Поэтому вот такая информация для вас. Но очень много зато хороших событий. Благодарю за внимание, Овны. Переходим дальше к Тельцам. Тельцы. 9 августа. Среда, события дня. Колокольчик, первое событие. Пустые разговоры. Нерешенный вопрос. Да, вот, возможно, вопрос закончится только разговорами и никаких действий. Свидание. Хорошие новости. Шарики. Деловая встреча. Свиток.
гости, чашка чая. Угу. Здесь нет. Значит, смотрите, что получается в этот день. Пустые разговоры, приятная встреча, свидание, нерешенный вопрос, деловая встреча. Да, вот, возможно, будет встреча, но вопрос не решится. Хорошие новости, позитивные, и гости, общение с гостями. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, тельцы. И перехожу я к близнецам. Так, смотрим, близнецы. Девятое августа. Близнецы, события дня, среда. Посещение госучреждения, казенный дом, книга. Получение какого-то документа, справки, бумаги, возможно, будет в этот день у вас в среду. Еще и будильник выпадает, да, то есть на определенное время, может быть, даже назначена встреча, разговор какой-то. И будильник, кстати, показывает, что вы можете опаздывать, не успевать. Угу. Обман, маска. Надо быть осторожными. Ну, иногда события проигрываются и в нашу сторону, да, то есть это мы можем обманывать. То есть может быть и так, и так. Разлука, чемодан. Казенный дом, это, кстати, еще может быть ЖД вокзал, автостанция, допустим, там аэропорт, да, если мы берем чемодан. Так, здесь два события. Здесь есть бокал и есть удача. Да, то есть можно было либо сложить удачу, либо бокал. Но я первую увидела удачу, оставляю ее. Если вы увидели бокальчик, значит у вас бокал проиграется, застолье. Так, и горизонтали, вертикали я не увидела. Получается, в этот день у вас будет посещение госучреждения. Кстати, это вот может быть, например, билет. Да, то есть получение билета, документа на путешествие, да, допустим, как вариант. Давайте так, отдельно. Получение чего-то. На определенное время у вас будет какое-то событие, и вы должны не опоздать, предупреждение. Разлука временная будет с кем-то, обман и удача. То есть благодаря удаче, я думаю, что вы здесь успеете. Я думаю, так. Ну, не только удача, благодаря тому, что вы уже предупреждены, поэтому лучше заранее выходить в этот день, если куда-то надо попасть вовремя. Вот такая вот информация для вас, близнецы. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к ракам. Смотрим раки. 9 августа. События дня. Нерешенный вопрос.
цепочка. Лебедь, верность. Это какое-то парное событие, обычно лебедь. Якорь. Остановка. Надолго где-то. Застолье. Смотрите, два варианта. Тут либо застолье, либо ссора. Но я первый бокал видела. Если вы увидели метлу, значит может проиграться небольшая ссора. Получение какой-то информации, документа, что-то получите. Может быть, это получение будет связано с парой, с любимым человеком. Дорога. Прибытие, якорь. Да, то есть дорога, прибытие. Ожидание, кораблик. Ожидание в дороге или ожидание даже самой дороги. И надежда, подсвечник. Так, смотрим, что у нас здесь. Еще есть печаль. Опять же, да, то есть нерешенный вопрос, печаль. Вы можете очень сильно расстроиться из-за этого вопроса. Яблоко нельзя. Угу. И здесь нет, значит, смотрите, что у вас выпало. Событий очень много. У вас может быть нерешенный вопрос какой-то в этот день, разочарование, поездка, прибытие, общение с любимым человеком, возможно, знакомство, если нет. Да, то есть какое-то совместное событие. Застолье, может быть, на свидание пойдете. Застолье, получение, поездка, ожидание и надежды. В этот день у вас будут надежды на что-то, ну, на что-то точно надежды, видите, не оправдаются, потому что вопрос не решается, хотя вы надеялись. Так что вот такая информация для вас с предупреждениями, раки. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к львам. Львы, 9 августа. События дня, среда, львы. Сразу же удача выпадает. Везунчики. Ключ. Тоже хорошо. Ключ — это все в ваших руках. Да, когда у вас есть ключик от всех дверей, от всех замков. Да, к ключику плюс еще и удача есть. Позитивные, хорошие новости, шарики. Деловая встреча. Деловая, рабочая. Мешок нельзя. Колебания, сомнения. Угу. Смотрите, не просто встреча, а встреча с каким-то очень влиятельным человеком, корона. Да, то есть показывает, что у человека есть положение, статус. Угу. И конфликт рядом выпадает. Возможно, будет даже конфликт с ним или с ней на встрече. Так, смотрим, что еще здесь.
Горизонтали, вертикали не вижу. Значит, смотрите, однозначно удача на вашей стороне и ключ в ваших руках. Хорошие новости. Выбор, сложный выбор. Два варианта, и вы будете колебаться между двумя вариантами. Также будет встреча с каким-то влиятельным человеком, и может быть конфликт. Конфликт не обязательно с этим человеком. Да, просто если рядышком выпадает, часто указывает, что такая вероятность увеличивается. Но не обязательно. Поэтому может быть просто хорошая встреча с хорошими новостями и отдельно конфликт. А у кого-то может быть и вместе. Тут сложно уже сказать точнее. Вот такая информация для вас, львы, на среду. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к девам. Так, смотрим дев. 9 августа. События дня девы. Корона. Общение с представителем закона власти. Так, также смотрите, подарочек. Это может быть какой-то презент, например, да, то есть идете навстречу, да, то есть с каким-то презентом. А может быть вам, наоборот, подарит человек подарочек. Так тоже может быть. Интимная связь, кровать. Хорошие новости, шарики. День хороших новостей. У многих знаков выпадают шарики. Гости. Опять же, в гости, возможно, придет человек к вам. Нерешенный вопрос. Мешок с деньгами. Но это скорее расходы, чем поступления. Возможно, расходы на гостей. Что-то надо купить, подготовиться к встрече. Свидание. Или просто, может быть, приятная встреча, если не свидание. Дальше Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Ну, или через, допустим, определенное количество дней. То есть вы знаете, что это событие будет вот в определенное время. Возможно, это вот встреча с человеком влиятельным. Ножницы нельзя. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, что в этот день. В этот день у вас интимная связь. Свидание. Да, это что касается личной жизни. Дальше хорошие новости, общение с влиятельным человеком, подарочек, нерешенный вопрос. Событие, которое повторяется каждый месяц, то, что по делам. И дальше гости и расходы еще выпали. Да, вот то, что касается финансов, расходы в этот день, доходы не выпали. И общение с гостями. Ну, вот такой день. Из минуса только нерешенный вопрос получается. Так, а где у нас ножницы? Видите, ножницы получились. То есть, если бы не новости, да, то есть можно было бы сложить ножницы, тогда вопрос бы решился. То есть тут буквально вот вы, даже есть вероятность, возможность, да, что в этот день у кого-то решится этот вопрос. Или решится очень скоро. Потому что вот смотрите, ну прям рядышком. Возможно, как-то вот эти новости помешают. Они хоть и хорошие, но они могут помешать решению вот этого вопроса. Вот, может быть, у кого-то даже так проиграется. Благодарю за внимание, девы, и жду вас на своих новых видео. Дальше я перехожу к весам, а знаки от весов и рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку оставляю всегда для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.